10 января глава Народного собрания Восточного Туркестана Сеид Тюмтюрк прибыл с визитом в Индонезию. Целью визита была встреча с главами политических партий и общественными организациями. В интервью международным информационным каналам Сеид Тюмтюрк подробно изложил ситуацию в Восточном Туркестане. Глава Народного собрания уйгуров описал положение заключенных лагерей, политику ассимиляции, планы китайских властей по уничтожению уйгурского культурного наследия и искоренению мусульман. 13 января Индонезию также посетила делегация, в составе которой были глава общества просвещения Восточного Туркестана Хидаятулла Огусхан и руководитель комитета ученых Атаулла Шахьяр. Мы гордимся ими за то, что они сообща трудятся во имя свободы нации и желаем им успеха и благополучия. По сообщениям китайского информагентства, 12 января в одной из угольных шахт провинции Сяньши произошел обвал почвы, в результате которого погибли 21 человек. В момент обрушения в шахте находилось 87 человек, 66 из которых удалось спасти. С 2000 по 2013 годы число погибших шахтеров составляло свыше 7000 человек ежегодно. В 2013 году китайские власти обнародовали статистику, в которой указывалось, что число жертв не превышает 1000 человек. Однако, по данным Международной организации по защите прав трудящихся, число жертв намного выше, и руководители угледобывающих предприятий всячески скрывают инциденты и число жертв с целью избежать больших штрафов и выплаты компенсаций. По информации сайта Globus, 12 января в городе Кашгар произошло 2 землетрясения магнитудой в 5 и 3 балла. Толчки ощущались в таких районах, как Миньоу, Акташ, Чеглык, Аяг-Махалля и Шекербаг, находящихся в 5 километрах от эпицентра. «4 января Центральный военный штаб Компартии объявил об указе, подписанном Си Цзиньпинем, о проведении военных учений во всех подразделениях китайской армии. По словам китайских независимых экспертов, находящихся за пределами Поднебесной, Китай скрывает свою обеспокоенность в связи с экономическим и торговым кризисом США, проблем в сфере прав человека и общего развития страны, и что данный указ властей направлен на манипулирование мнением народа через выражение угроз в адрес Тайваня. По информации Министерства сельского хозяйства Китая от 12 января, в связи с объявлением о карантине в некоторых африканских странах и ростом заражения свиным гриппом в Китае, власти приняли решение поставлять мясную продукцию во внутренний Китай из Восточного Туркестана. Население региона и фермеры обеспокоены ситуацией и считают, что если стихийный забой и вывоз скота не прекратить, то в ближайшие несколько лет сельское хозяйство ожидают тяжелые последствия.